حقيرة مقيرة غامرة غدوك حدوخة مدوخة غكورة غدوك. Ассаламу алейкум. Добрый день, россияне. Я обращаюсь к вам от имени Совета Тайпо-Ингушского народа. Складывающаяся в республике общественно-политическая ситуация ставит нас перед необходимостью констатировать некоторые циничным образом осуществляемые руководством страны и республики факты противоправных, противозаконных репрессий против мирных и невинных граждан ингушской национальности. Инициатором мирной протестной акции, состоявшейся 26 марта в городе Магасе, Ахмеда Барахоева, Бараха Чемурзиева, Мусы Мальсагова по статье 212 «Организация массовых беспорядков». Вывезли в город Нальчик и заключили спецприемник на 10 суток. По истечении 10 суток их освободили из-под стражи и тут же задержали еще на 2 суток. А 14 апреля, в воскресный день, состоялся суд, решением которого указанные граждане задержаны на 2 месяца. Репрессивные акты в отношении участников мирного митинга принимаются в беспрецедентные масштабы. Уже задержано несколько десятков ни в чем не повинных молодых людей. Их арестовывают на 10 дней, затем их осуждают на срок до 2 месяцев. В течение этого времени против них фальсифицируются уголовные дела уже по более тяжким, якобы совершенными преступлениями. Оказание сопротивления сотрудникам правоохранительных органов с нанесением последним телесных повреждений. Параллельно в домах участников митинга идут массовые обыски с изъятием мобильных телефонов, планшетов, компьютеров, фотоаппаратов и так далее. Всем известно, что в результате применения противоправных насильственных действий силовиков в отношении митинговавших, к счастью, не было жертв ни с той, ни с другой стороны. Возможно, жертвы были предотвращены действиями сотрудников республиканского полка ППС МВД Российской Федерации по Республике Ингушетия. На подобное развитие событий не входило в планы руководства республики. В результате ингушское подразделение ППС было расформировано. О дальнейшей судьбе сотрудников ППС в свете событий, происходящих в республике, нетрудно догадаться. Все эти факты свидетельствуют о намерениях власти под любыми предлогами наказать лидеров и участников мирной протестной акции, направленной на защиту своих конституционных прав. Республика Ингушетия сегодня буквально наводнена до зубов вооруженными структурами, мобилизованными из разных регионов России. Тем самым власть стремится запугать народ, заставить его покориться действиям руководства республики, направленным на разбазаривание ингушской территории, на закрепление административно-территориальной границы с Осетией в соответствии с ранее принятыми законами о местном самоуправлении с передачей в пользу Осетии столовой горы и завода «Кавдаламид». Ингушский народ с подобного рода политикой главы республики и частью поддержавших его парламента и правительства не может согласиться. Ингушский народ не может согласиться с явными многочисленными фактами коррупции во власти Республики Ингушетия, с чем общественность республики многократно обращалась во властные федеральные структуры вплоть до президента России. Но власть на все эти сигналы не отреагировала. А когда возмущенный народ вышел на протестную акцию, федеральная и республиканская власть силой многочисленных силовых структур обрушилась на протестующий народ. В течение последних 100 лет ингушский народ пережил немало общенародных трагедий. Сегодня народ переживает очередной всплеск насилия власти только лишь за то, что они единым фронтом стали на защиту своих прав.
декларируемых Российской Конституцией. Дорогие соотечественники, Совет тайпо-ингушского народа обращается в первую очередь к своим соотечественникам. Нас не сломить, мы боремся за свои законные права, а это, ко всему прочему, еще и богоугодное дело. Нас не запугать, наше дело правое. Период всеобщей лжи, говорить правду сегодня в республике считается экстремизмом. Мы свободные граждане с тысячелетней историей. Мы не смиримся с циничным попранием своих законных прав. Мы всеми нам доступными законными средствами будем добиваться оправдания наших сограждан, оказавшихся в застенках, и наказания тех, кто совершает в отношении их беззаконие. Мы будем добиваться верховенства закона и создания подлинно демократических условий жизни нашего народа. Совет тайпов ингушского народа, 18 апреля